В день рейда без участия электриков-профессионалов и специального оборудования не обошлось. Отрезали провода в тех домах, хозяева которых самовольно подцепились к сетям, имея долги за электроэнергию. Общее количество потребителей по городу Турану у нас около 2000 потребителей, которые у нас заключили договора с энергосбытовой компанией. Из них у нас ранее ограничено, то есть ограничено за задолженность электроэнергии 62 дома. Сегодня мы работаем именно по проверке ранее ограниченных потребителей, по наличию у них самовольного подключения. Неплательщики хотят жить с электричеством, но не желают платить за его потребление. И если жители отключают, то они с риском для здоровья и собственного кошелька подключают свои дома самостоятельно. Рейд начался с улицы Майской в городе Туране. И в первом же по списку отключенном доме счетчик показывает электрическую жизнь. В обход закона и счетчика, не задев пломбы, жители подключились к столбу. А значит, сейчас на землю полетят провода, а хозяева получат штраф. А ведь уже должны 28 тысяч рублей. Долги катятся как снежный ком. А когда потребители сами подключаются самовольно, это чревато тем, что они могут попасть под напряжение и рискуют своей собственной жизнью. То есть призываем всех не подключаться самовольно, не подниматься на наши опоры без соблюдения правил безопасности. А кошелек действительно страдает за самовольное подключение, солидный штраф, за повторную самоволку новый, а еще долг за ранее потребленное электричество. Оплатить за киловатты вы будете по максимальной ставке – 4 рубля. Очень дорого обходится желание не платить за электричество. На сегодняшний день долг пихемцев перед ТВ-энергосбытом составляет 8 миллионов рублей, 5 миллионов за электроэнергию, 3 миллиона за хищение. Мы потребителям даем срок 20 дней. Некоторые люди сразу оплачивают. Те, у кого большие долги, мы им предоставляем гарантию, то есть гарантийное обязательство, что они могут частично оплачивать. Не надо избегать, то есть они должны к нам прийти и договориться, например, оплачивают какую-то 25% от суммы долга, потом они могут по частям оплачивать и договориться с нами, в какой период они могут оплатить и какую сумму. На улице Майской сразу несколько домов, которые отключены за долги. Рейдовая проверка должна выяснить, когда же закроют люди долг и не подключились ли они самовольно. В одном доме уже обрезаны провода. Проверка на улице Майской продолжается. Провода от столбов к домам убирают от соблазна самих жителей подключаться незаконно. Ведь они и электричество воруют, и штраф за самовольное подключение получают. Нет проводов, глядишь, и долг оплатят. Если есть возможность оплачивать, то касса тоже есть. Пломба на месте. Жительница этого дома живет без электричества с мая текущего года. Долги наделали квартиранты, говорит бабушка, но сейчас она все оплатит. А вы как готовите еду? Печку топлю. Хозяева-должники из домов не выходят, когда видят столь внушительную бригаду. А вот когда специалисты приходят с уведомлениями по 1-2 человека, кричат и ругаются, даже бросаются на людей. А сейчас молчок. Вот в этом доме по документам электричества нет с 2020 года. А жизнь внутри дома есть, посажен огород, лает собака. Чтобы не искушать людей наделать больших долгов, провода от дома убирают. Долг здесь и так не маленький – 60 тысяч рублей. Вот еще один дом. Тут подключились самовольно при помощи заброса проводов. Опасно. Это беспокоит соседей. Не платят, а кто платит, те страдают. То есть у вас вообще от того, что соседи ваши не платят, уровень электричества, напряжение какое? Падает? Не от того, что не платят, от того, что самовольно вот они подключились. Они самовольно, да, подключились. Да, Я знаю, что у них отключали свет, я знаю это. Замкнет его, так не дай бог, и пожары, и страшно это, да. С 2019 года отключено электричество в доме вот этой туранской бабушки. И долг-то небольшой, а бабушка ничего платить не собирается. А как вы без света-то живете? Молча. Без света. Еще дедушка живой был. Без света. Подобные совместные рейды ТВ-энерго и администрации Кожона проходят регулярно. И несмотря на то, что Пихем район хоть и задолжавший, но не в особо критической зоне. Однако платить нужно, и администрация района работает с населением. Пытаемся как-то через управление труда выйти с ними на субсидии, помогаем в сборе документов, чтобы они, как многодетные, малоимущие семьи, все-таки оформляли субсидии свои
и все-таки погашали свои долги перед энергетиками, чтобы у нас по району и вообще в целом по республике как-то снизилась задолженность. Всего за время рейда проверено 38 ранее отключенных потребителей. Еще 40 граждан получили уведомления об имеющемся долге. Борьба с неплатежами и энерговоровством будет продолжена. Татьяна Рамазанова, Чехан Дангак, Ангар Оржак, Тува 24.